Всем среда. Вот с этих слов сегодня мы начнем нашу утреннюю передачу «Утро Якутии». Самая теплая, уютная семейная программа на телеканале «Якутия-24». Самая утренняя, мы не забываем об этом никогда. Мы здесь для того, чтобы вам настроение поднять с самого утра, зарядить позитивом, полезной какой-то информацией. В общем, всем, что может вам помочь сегодняшний день просто на хорошем настроении, с приподнятым настроением, опять же, и в добром духе провести. Настроением. Всем доброе утро. Не забывайте про наш канал в приложении Max. Да? Видите QR-код на своих экранах. То есть, если вы что-то пропустили интересненькое в нашем эфире, что-то не успели посмотреть, а также, может быть, ознакомиться с какими-то интересными, позитивными новостями, которых не было в эфире. Да, то обязательно заходите, подписывайтесь и следите. Да. Ну а с вами кто? Все те же люди. Катерина Винокурова, Павел Танин. И давайте сразу перейдем к вопросу о том, что за окном нас сегодня ожидает. Сегодня в центральных районах днем ожидается -2, 0 градусов. В Заречной группе 0 плюс 2, в южных до -6, в Вилюйской группе -1, -5 градусов. В Нижнеленских от -1 до 0, в западных -4, -9, в Колыму-Дигирской группе -4, -15, в Янских -5, -14, на северо-западе -8, -17. На 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 10 градусов мороза, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, ветер 1 метр в секунду, северо-западный. Днем ожидается мокрый снег, ветер юго-восточный со скоростью 3,8 метров в секунду. Температура днем составит 2,4 градуса мороза, уже без минуса. Вот даже не -20 утром было. Да, всего-то -10. Всего-то -10. Да, для Якутии кстати, нормально. А нормально ли? Вот мы, наверное, об этом сегодня, ну не наверное, точно сегодня мы об этом будем говорить, но оставайтесь с нами, увидите когда, увидите с кем, увидите о чем конкретно будем разговаривать. Ну а мы пока продолжаем просыпаться, и вот сразу вопрос такой, не, как говорится, не в бровь, а в глаз. Когда-нибудь видели попугая-дайвера? Вот сейчас увидите. Американец по имени Стивен смастерил для своего пернатого друга Бебе настоящий мини-батискаф. Из чего? Из пластикового контейнера для еды, шлангов, баллончика от пейнтбола и грузил различных. Внутри свежий воздух и датчик кислорода. Перед заплывом на Багамах все тестировали дома в ванной. И знаете что? Бебе не только нырял, он еще и прыгал с хозяином с парашютом, сидя в прозрачной капсуле на груди у хозяина. Попугай живет ярче, чем мы с вами. Так что если ваш питомец только сидит в клетке или спит на диване, вы знаете, к чему стремиться. Попугай и дайвер, и скайдайвер. Теперь, я думаю, мы все видели все. Мы все видели все в этой жизни уже. Ну, на самом деле, можно по-разному относиться к этой новости. Опять же, да, можно сказать, что ничего себе, у попугая жизнь ярче, чем у меня. А можно с другой стороны сказать, что если попугай смог, то чем я хуже? То да. Я-то человек, у меня возможностей больше. Возможностей, вот. да. Боялись прыгнуть с парашюта, но всегда хотели, пожалуйста, вот попугай смог, и у вас получится. Хотели заняться дайвингом, аналогичный вывод сделаем, что попугай смог, и у вас тоже получится. Обязательно все получится. Настраивайтесь, главное, правильно. Настраивайте себя только на позитив и на все лучшее. Ну а далее у нас новости. Передаем слово нашим коллегам. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Проблемы строительства ряда социальных объектов обсудили на совещании правительства Якутии под председательством вице-премьера региона Дмитрия Садовникова. Речь идет о возводимых объектах образования в 4 районах и в Якутске. При этом самые крупные из них – школы на 450 мест в Намском и Сунтарском улусах. Как отметили участники совещания, сроки по многим объектам были смещены, и в настоящее время строительство ведется по обновленному графику. Отставания нет, но имеется ряд проблем, среди которых наиболее важная – нехватка финансирования. Вопрос держится под контролем правительства.
В селе Намцы срок ввода у нас установлен к концу года, но сегодня Дмитрий Дмитриевич поручил ориентироваться влево и сдать объект 1 сентября. По объекту в городе Якутске у нас строительно-монтажные работы полностью завершены. У нас остались работы по территории. Сегодня была озвучена проблема по устройству ограждения. С начала года в республике ввели более 124 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. Важная новинка: при строительстве частных домов можно использовать эскроу-счета. Деньги хранятся в банке и переходят застройщику только после сдачи дома, а при проблемах со строительством возвращаются владельцам. Как пояснил министр строительства республики Виктор Романов, это повышает прозрачность рынка и защищает средства граждан. В Нерюнгринском районе прошло заседание межведомственной комиссии по контролю мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности. Особое внимание уделили контролю за исполнением проектных требований по охране окружающей среды. Комиссия потребовала усилить мониторинг и оперативно устранить выявленные нарушения. По итогам заседания комиссия вынесла ряд требований, замечаний и предложений. Участники подчеркнули, что совместная работа контролирующих органов, предприятий и общественности – это ключевой фактор в достижении устойчивого экологического благополучия Нерюнгринского района. На территории района у нас действует 214 лицензий различного вида. Проблемными являются, конечно же, развитие угольной промышленности и развитие этого экологической безопасности. Да? И основная наша боль, скажем так, да, это мелкие артели, которые работают на территории района, и от которых у нас в течение промышленного сезона возникает достаточно много проблем. Ставим задачи перед компаниями, что они должны до промышленного сезона организовать на территории своих участков и, соответственно, держать этот вопрос на контроле. Минздрав утвердил требования к наставникам, которые будут работать с начинающими специалистами-медиками. Наставником сможет быть специалист нужного профиля со стажем меддеятельности не менее 5 лет. Этой же работой смогут заниматься руководители и их замы по медицинской организации или структурному подразделению с аналогичным стажем. Определять наставников предписано лишь с письменного согласия человека, на которого ляжет эта нагрузка. Локальными нормативными актами медорганизации эту работу разрешено сделать оплачиваемой. В столице региона проходит финал 9-го республиканского методического турнира для педагогов. В решающем этапе соревнуются 9 команд-участниц проекта «Школа в фокусе роста». Турнир направлен на методическую поддержку учебных заведений, формирование новой педагогической культуры и популяризацию современных компетенций. В рамках испытаний учителя защищают образовательные проекты и проводят открытые занятия. Имя команды победителя станет известно уже сегодня. Вот, среда. Да, среда, всем среда. Всем среда. Да, самые главные новости в эту среду с утра с ними познакомились. Да. А теперь самое время познакомиться. Что за день вообще? Да, что за день в календаре сегодня, 8 апреля. И давайте прямо сейчас это узнаем. На календаре 8 апреля. День российской анимации, День сотрудников военных комиссариатов в России. По народному календарю Гавриил Благовест. В этот день женщины заканчивают последнюю пряжу. После Гавриила прясть нельзя было, все равно не пойдет впрок. Причина такого суеверия очевидна в том, что весной у женщин много неотложных дел в поле и в огороде, и не стоит тратить время на домашнюю работу. Не зря говорят: весной день долог, а нитка коротка. Это означает, что пряха просто не успеет спрясть ее до начала страды. Этот день в истории. 1158 год. Князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире. 1766 год. Запатентована первая пожарная лестница. 1918. Российский исторический триколор заменен красным флагом. 1944. Началась Крымская стратегическая наступательная операция советских войск. В этот день родились 1881 Пабло Пикассо, испанский художник. 1894 Петр Капица, советский физик, нобелевский лауреат. 1925 Маргарет Тэтчер, английский политик и общественный деятель, премьер-министр Великобритании.
1930. Надежда Румянцева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. 1931. Георгий Гречко, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. 1964. Никита Михайловский, советский актер театра и кино. Именины сегодня отмечают Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Просковья и Степан. Ну и как было отмечено в нашей рубрике, 8 апреля – день, когда оживают рисунки, день российской анимации. И правда, попробуйте найти взрослого, который в детстве не сидел перед экраном с открытым ртом, пока ежик считал звезды или волк за зайцем гонялся. Анимация — это первый разговор ребенка с искусством, и сегодня у нас в студии человек, который занимается созданием мультфильмов, режиссер, мультипликатор детского канала «Току», Петр Павлов, да? Петр, доброе утро, с праздником. Доброе утро, спасибо. Ну, как мы сказали, мультфильмы, наверное, это первая точка соприкосновения человека с искусством. И с чего вообще начинается мультфильм, с чего работа над ним начинается? Работа над мультфильмом прежде всего начинается с идеи. Идеи мы получаем с помощью сценария. Каждый год мы проводим у себя в рамках студии конкурс сценаристов. И, получается, каждый год отбираем лучшие работы и превращаем их в проекты. Потом вот вместе с сценарием начинается работа режиссера. Он делает раскадровку или аниматик. Потом параллельно с этим идет прорисовка персонажей в соответствии с сценарием. И потом уже начинается вот сама непосредственно анимация. Ну, всегда интересно, как рождаются образы для того и определенного героя. Образы у нас сначала мы вот внутри у себя, у нас сколько? 15 человек в студии художников-аниматоров. И все мы вот, прочитав сценарий и прочувствовав вот описание героев, мы рисуем собственные концепты. Концепт — это, получается, вот такой набросок персонажа, как он будет выглядеть. У каждого художника собственное видение, то есть он видит по-разному. Получается, мы вот 15 идей собираем в одну кучу, сначала голосуем между собой, какой вариант лучше понравился, а потом отправляем фокус-группам. Фокус-группа — это, получается, группы родителей, мамочек, которые вот показывают своим детям, и вот потом уже дети отбирают вот наших героев. Ну вот насколько время затрат на создание? Потому что, ну, если мы вернемся там, в прошлый век, да, там, на 50-60 лет назад, мы понимаем, что мы знаем стандарт 25 кадров в секунду, и каждый кадр уже отрисовывался руками и так далее. Сейчас, понятно, технологии скакнули и так далее. Тем не менее, сколько времени, допустим, сегодня уходит на то, чтобы создать 1 минуту готового мультика? У нас в среднем одну серию мы делаем где-то примерно месяц. Это получается, одна серия у нас длится 5-6 минут. Получается, если разбить вот на месяц, получается чуть меньше недели уходит вот на 1 минуту анимации. Ну да, такая достаточно кропотливая работа. Время емкое. Петр, а вы сами в каких именно проектах, да, участвовали? Я работаю с самого начала вот основания студии анимации, это получается с 22 года. Первый наш проект был проект Току, который потом в дальнейшем перерос в канал, всем известный. Начинал я с Току, потом на следующий год новый проект зародился «Айтал он Аптах Кюс». Это «Айтал и волшебная сила», про мальчика, который имеет мечту стать супергероем. Потом следующий... Я каждый год менял проекты. Вот получается вот так. Следующий год я работал над 2-м сезоном уже «Айтала». 2-й сезон «Айтала», который в дальнейшем был переформатирован под полный метр. Полнометражный. Полнометражный мультфильм. И вот наша студия озвучила его как самый первый полнометражный якутский мультфильм. Выпустила его в кинотеатрах. Потом через год я опять поменял проект. Уже работал в проекте «Имана». Это проект про Северную фею, приключения Северной феи в жизни на севере. И сейчас я... Также следует упомянуть то, что
4 года я непрерывно работал именно художником-аниматором. Получается, я делал саму анимацию. А вот в этом году я уже перерос, получается, уже стал режиссером-мультипликатором. И в этом году у меня новый проект, называется «Тюльченнер». Но он был сделан вот в прошлом году, а вот сейчас я как бы перенял у своей коллеги второй сезон. А о чем он будет? Это мультфильм про 2 феечек, Тюльчена и Битчен. Они феечки снов. Они вот каждую серию входят в сны детей и, получается, помогают им, обучают и советуют им, как преодолевать трудности. Здорово. Мне понравилось. Каждый год новый проект. Это же тоже хорошо. И развитие большое идет, как бы и личностное, и профессиональное. Но, тем не менее, все-таки мы так или иначе, когда что-то создаем, мы ориентируемся на какую-то насмотренность, которую видели. И сейчас не про саму насмотренность, а вот, наверное, детство. Какой любимый, наверное, российский мультик за всю историю, может быть, несколько их? Ой, я с детства обожал смотреть «Смешариков». Все мое детство я смотрел, вот была такая передача, я не знаю, существует ли она сейчас, «Спокойной ночи, малыши», которая вот усыпляла всех российских детей. Получается, меня тоже. И советских тоже. Советских. Да. И она до сих пор есть. Она до сих пор есть. И вот в конце вот этой передачи всегда показывали «Смешариков». И вот я обожал смотреть. Было однажды такое, то, что я попросил маму, что мне недостаточно вот смотреть по телевизору, и я попросил ее купить вот полный список всех серий, и у меня было где-то 10 компакт-дисков вот, Со смешариками. со смешариками. Здорово. Ну, у вас работа очень творческая. Интересно, чем вы вдохновляетесь? Вдохновляюсь. Единственное мое вдохновление — это зарплата. Ну, если серьезно, то я вдохновляюсь существующими работами вот, зарубежных аниматоров. Есть такая студия Ghibli. Слышали? Слышал. Студия Ghibli японская, именитый режиссер Хаяо Миядзаки. Мне очень нравятся вот его работы. «Унесенные призраками», «Принцесса Мононоке», «Навсекая из долины ветров». Вот. Это просто шедевральная работа. Ну, Петр, и в завершении нашей беседы, что бы вы пожелали ребятам, которые вот хотят заниматься мультфильмами, может быть, хотят попасть... А может быть, уже стоят в начале своего пути? Да, или, может, хотят попасть в вашу команду? Да, я желаю вот всем, не ждите вот особого момента. Всегда можно начать вот... Самое главное — желание. Начните вот с самого маленького. Возьмите вот... Можно даже в телефоне установить или на планшете всякие разные программы, которые вот, дают возможность делать покадровую анимацию, и можете уже начать. Потом не бойтесь делать ошибки, это нормально. Вот. В нашей студии тоже вначале вот были очень много ошибок, но мы каждый год совершенствуемся, мастерство приходит с опытом. И самое главное, вот если вам уже нравится вот оживлять мультфильмов, героев, вы уже на правильном пути. Петр, спасибо большое за эту беседу. Успехов вам, дальнейшего развития желаем. Еще раз с праздником. Спасибо. С праздником. Вот. А мы продолжаем. Столицей тотального диктанта в этом году выбрана Республика Бурятия. В Улан-Удэ решили выбрать его талисман. Какой же символ вдохновит участников и не даст заскучать, расскажут наши коллеги из Бурятии. Ребята, давайте пофантазируем, что мы сегодня нарисуем. Акварель, масло или простые карандаши. В ход можно пустить все, что угодно. Под запретом лишь графические программы и искусственный интеллект. Главные требования к будущему талисману. Формат А4, А5, соответствие теме, безграничная фантазия участников и их возраст от 6 до 12 лет. Что может стать талисманом тотального диктанта? Я думаю, что может быть талисманом, например, какая-нибудь достопримечательность, например, мать Бурятия. Я нарисую музей истории Бурятии, где возле него идет мальчик и девочка, школьники. Они куда идут? В школу. Писать диктант? Да. Нерпа. Вот шапочка, которая держит учебник, русский язык. Вы будете принимать участие в тотальном диктанте? Я хочу попробовать, да. Да, будем. На какие оценки рассчитываете? Точно на 6 с плюсом.
Каждый участник может предоставить не более одной работы. На конкурс можно отправить скан или принести оригинал. Принять участие могут все, и самостоятельно, и воспитанники школ искусств. Это совершенно не важно. Из лучших работ мы составим выставку, как раз-таки разместим ее на главной площадке акции 18 апреля. Ну а победителя обязательно наградим ценным призом. Все участники получат электронные сертификаты. Напомним, звание столицы тотального диктанта Улан-Удэ выиграл в федеральном конкурсе. Сам праздник грамотности пройдет 18 апреля. К нам приедет автор текста Алексей Варламов. Главной площадкой станет юрта у реки. Полный список локаций объявим чуть позже. Пока же выбираем талисман тотального диктанта. Евгения Жировова, Александр Тайбинов, телекомпания «Аригус». Вот так. Скоро, значит, выберут они этот талисман, и мы все узнаем. Скоро. Вот. А тем временем альпинисты Василий Певцов и Михаил Тарасов показали, что даже в самых суровых условиях остается место для добрых поступков. Во время бескислородного восхождения на одну из вершин Гималаев, Манаслу, они нашли замерзающего воробья и согрели его в варежке. На кадрах, которые вы сейчас видите, Василий достает птицу из рукавицы, раскрывает ладонь, после чего пернатый улетает. Сейчас вроде подсох, был мокрый и комментирует, да? Вот, может, сейчас полетит, давай, вот с этими словами он подбадривает крылатого попутчика. Манаслу, кстати, 8-я по высоте вершина мира в центральной части Непала. Ее пик расположен на отметке 8163 метра. Это чуть ниже, по-моему, чем обычно летают самолеты. Бедный воробей туда вот долетел. Это интересный вопрос, кстати. А много ли им кто задается этим вопросом? Что там делал воробей? Может ли вообще воробей на такую высоту подняться? Ну, то есть, как бы 8 тысяч. Как бы, ну, может, кто-то принес воробья туда? Такая загадка, да, остается? Я пока склоняюсь к тому, что кто-то принес на вершину воробья и оставил его там. Бросил? Это негодяй. Вот, а вот мужчины взяли, спасли птичку. Молодцы, очень хороший пример показывают всем нам. Ну и воробей, сам того как бы не планируя, устроил себе настоящий фитнес-экстрим. Резкий подъем, кардионагрузка на пределе возможностей и эффектное приземление в надежные руки. Но если птицы для счастья хватило одного взлета, то нам для бодрости нужна система. На очереди зажигательная зарядка по направлению степ-аэробика. Всем доброе утро, меня зовут Дерюгова Светлана, я тренер по направлению степ-аэробика. И поехали, работаем, делаем захлест одной ногой, работаем ручки перед собой, выдох, выдох, выдох и меняем ножку, правую поставили и снова пошли, выдох, выдох и пошли, работаем на пресс, ручки наверху, над головой, работаем на пресс, ниже отпускаемся, выдох. Выдох и идем шагом, отдыхаем, делаем вдох и выдох, еще раз вдох и выдох. Есть, теперь делаем захлест одной ногой, меняем, выдох, выдох, есть, есть, еще, работаем, 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 просыпаемся и поехали, джампинг джек делаем. Если кому сложно, можете делать пошагово, выдох, выдох. Носочек в сторону. Еще. Есть. Теперь можем работать пошагово. Работаем с правой ножки и левой ножкой. Отпускаемся на правую, левая. И пошли. Выдох. Ага. Еще. Коленки немного полусогнуты. Ритмичнее, динамичнее. Еще, 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 еще. Молодцы. Ага. И пошли. Колено, локоть. Выдох, выдох, выдох. И поменяли ножку. Ага. И также, у кого нет платформы, можете работать просто. И выдох, выдох. Итак, поехали. Ручки перед собой. Корпус немножко вниз. И пошли. Коленки полусогнуты. Выдох, выдох. Молодцы. Еще 3, 2, 1. И пошли чуть быстрее. Выдох, выдох, выдох. 3, 2 и 1.
И сейчас проведем с вами растяжку. Поехали вместе со мной. Делаем хороший вдох, на носочки поднимаемся. И выдох. Спокойно. И еще раз глубокий вдох. И выдох. Внизу ручками потрясли. Разгоняем липку. Еще. Есть. Теперь ножки на ширине. Еще чуть шире. Взяли за голено стоп. И вниз прогибаемся. И задержались. 5, 4, 3, 2, 1. Потянулись к правой ножке. Растягиваемся. 3, 2, 1. И к левой ножке. 3, 2, 1. Ножки соединили вместе. Когда мы вниз спускаемся, мы колени не сгибаем. Поехали. 3, 2 и 1. Сейчас ножки соединили. Вниз прогибаемся. Колени не сгибаем. Колени у нас прямые. Вниз отпускаемся. И у носочков задержались. И раскачиваемся. Задержались. 3, 2 и 1. Есть. Всем пока. И с вами была Дерюгова Светлана. До новых встреч. Ну что, размялись, разогнали кровь, но давайте честно, многие из нас после активных наклонов или пресса чувствуют изжогу или кислый привкус. И это не просто переел, а возможный сигнал организма. О чем именно говорит такой симптом у взрослых, разберем вместе с доктором. Доброе утро! Что такое рефлюкс у взрослых? Рефлюкс – это состояние, при котором содержимое желудка, в том числе желудочный сок и пищеварительные ферменты, возвращаются обратно в пищевод. У взрослых это чаще всего называют гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью или коротко ГЭРБ. Это происходит из-за нарушения работы мышечного клапана, который обычно закрывает ход желудок и не допускает обратный ток. Когда этот клапан работает неправильно, желудочный сок начинает попадать в пищевод. Это вызывает неприятные ощущения и может привести к различным осложнениям. Какие симптомы у взрослых при рефлюксе? Самые распространенные – это жжение за грудиной, которое называют изжогой. Обычно оно ощущается как жгучая боль или дискомфорт в области желудка и выше. Иногда появляется ощущение кислого или горького привкуса во рту, отрыжка, тяжесть или тошнота. В некоторых случаях может возникнуть кашель, особенно по ночам или когда вы лежите. Почему возникает рефлюкс? Основные причины – это ослабление мышечного клапана, разделяющего желудок и пищевод, а также факторы, повышающие внутрибрюшное давление. К ним относятся переедание, неправильное питание, слишком жирная, острая или кислая пища, ожирение, стрессовые ситуации, курение, употребление алкоголя и некоторые лекарственные средства. Почему важно лечить рефлюкс? Если его не лечить, возможно серьезное осложнение в виде воспаления пищевода, язвы или в долгосрочной перспективе даже риск развития рака пищевода на фоне хронического воспаления. Поэтому при частых таких симптомах важно обратиться к врачу для диагностики и назначения своевременного лечения. Будьте здоровы! Ну а в эти выходные в квартале труда пройдет неделя моды. Организаторы обещают уйти от глянца и сделать акцент на искренности и повседневности. Насколько сегодня вырос уровень якутских дизайнеров и что вообще сейчас происходит в индустрии, об этом поговорим с нашим гостем, дизайнером Николаем Николаевым. Николай, доброе утро. Доброе утро. Вот, ну, в первую очередь, неделя моды. Как выяснили, 2 дня она будет проходить. А что ждет гостей в эти 2 дня невероятные? Ну так, получается, неделя моды, она проходит в эти выходные, 11-12 числа. 11 будет, это как образовательная программа. Там пройдет лекции, мастер-классы от ведущих таких специалистов моды, можно сказать, да, Якутска. И второй день это уже показ, он состоит из 2 частей. Ага, какая-то тематика будет в этом году? Да, тематику придумали довольно интересную. Первая часть это идет кутюр, там более авангардные вот наши дизайнеры. Состав очень сильный и тематика, она как бы так названа, да, призраки на балу, или что-то такое, там будет такое.
кто-то, ну, такой декаданс, да, а вот именно я участвую во второй части, это больше такой стритвир. Это уличная мода, и мы показываем такой, ну, общее название тоже есть у нас, креатив вопреки называется. Ну, интересно на самом деле. Да, там что-то про усталость, про креативщиков, которые должны там показывать как бы свой креатив, там что-то такое интересное там расписано так. Концепция целая. Да. Вот. А говоря конкретно про вас, как к дизайну одежды пришли? Ну, с чего началось как-то? В какой момент поняли, что ну да, это мое, мне нравится? Ну, вообще, у меня нет образования именно дизайнер, да, я не модельер, но как бы одеждой я увлекаюсь давно, именно стритвир, вот у меня с детства, так как я увлекался хип-хопом, ну, где-то там в нулевых было очень сложно там как-то одеться в стиле, в таком современном хип-хоп, у нас не было таких магазинов специализированных. Поэтому я очень сильно изучал эту тему, как бы, ну, знаете, поиски вот такой одежды, силуэта, это как-то все равно остается. И я всю жизнь рисовал, и я рисую такие всегда вот образы, да, именно стритвирные. Ну, такие вот персонажи какие-то стритвирные. И это вот как-то со временем вот так совместилось. И я занимался татуировкой еще 10 лет, и как-то вот именно изучение узоров меня вот так как-то сподвигло использовать именно. Ну, знаете, я вот рисую, и что-то уходит вот там не в татуировку, как-то надо это использовать, да. Я начал использовать это в принтах на одежде. В образах. Да, и как бы потихонечку вот так, ну, зрителям понравилось, и как бы так начали просить. Николай, а сколько у вас за плечами коллекций уже? Ну, мы называем именно в стритвире, мы называем это как дроп, да, мы такой небольшие дропы делаем, мы вообще с 16-го года у нас первый дроп был, да, но именно большая коллекция это вот была, мы назвали ее Хатун, она была вот в прошлом году, это именно первая дебютная такая большая коллекция. Она именно с концепцией, и там было больше 10 как бы вещей. И, ну, такая большая, это первая моя дебютная была. А вообще, в целом, говоря про индустрию в республике, как ее оцениваете, как оцениваете, наверное, уровень конкуренции? Ну, вообще, недели моды не было уже порядка 10 лет, уже в Якутске, да. Сейчас какой-то костяк основной образовывается снова. Видимо, какой-то вот такая фэшн-туса была как бы вот в нулевых, в десятых, и сейчас она вот снова как-то вот новые силы обретает, так как вообще мода именно вошла в пятерку креативных индустрий, да, направление именно моды, поэтому сейчас идет большое развитие, дизайнеры очень сильные сейчас, и вообще, ну, как-то новое вот переосмысление именно, да, национальных кодов, что-то такое, это все вот входит в мировые тренды, и поэтому мы в эти тренды очень сильно попадаем, поэтому сейчас наши дизайнеры там вообще по всему миру ездят, по России спокойно показывают, и вообще такие крутые результаты. Вот как раз-таки об этом, да, как считаете, что вот нужно дизайнеру сделать, чтобы заявить о себе за пределами Якутии? Ну, вообще сейчас надо быть максимально искренним, я думаю, и вообще изучать свою культуру, так как в нашей культуре у наших мастеров уже заложены все тренды будущие, не будущие, все это заложено, поэтому я думаю, надо просто делать свое и показывать это, не думая, что это кому-то неинтересно, надо делать, не боясь ничего. Уверен. Да. А вот какие советы можете дать человеку, да, который думает, а могу ли я создать свой бренд одежды? Ну, может быть, уже хочет создать свой бренд одежды? Ну, вообще начинающему я советую делать пробы какие-то, да, вообще изучать рынок и делать пробы, какую-то искать свою целевую аудиторию, не прыгать. Ну, вот я когда начинал, я совсем маленькими, там, просто 2-3 принта рисовал, там, что-то, да, мы печатали, что-то там одно шили, там, попробовали. Так как-то мелкими шагами, но как-то вот так
получилось. Сейчас мы вот уже, ну, можем себя назвать, наверное, брендом, да. У нас уже большая коллекция за плечами, и как бы у нас уже 2 точки в городе, и у нас есть какая-то уже своя целевая аудитория заинтересованная, которая нас поддерживает. Но вот я советую именно как-то пробовать потихонечку, начинать. Ну, сейчас довольно, ну, проще становится вообще создавать одежду. Хотя, конечно, сейчас есть трудности в Якутске именно, да, очень сложно этим заниматься, но все равно выходы есть. А с чем вот сложности вот эти связаны в первую очередь? Ну, в первую очередь, конечно, у нас вот поставки, там, да, те же ткани, это все очень сложно. Допустим, в каких-то центральных городах есть большие рынки, там магазины тканей борются за то, чтобы ты с ними работал, да, они привозят тебе ткани. А нам нужно звонить, заказывать, просить, где-то ждать, что-то там с дорогой. Там. Вот это, ну, такие бытовые сложности, конечно. Ну, нехватка вот именно покадровой, там, да, вот те же швеи, там, да, они вот перетекают с одного цеха в другой, и так как-то костяк команды собрать очень сложно. Ну, такие какие-то простые проблемы. Ну, мы, спасибо, Николай, желаем, чтобы этих проблем было, конечно же, меньше, да, успешного вам показа в эти выходные. Ну и еще больше коллекций. Спасибо большое. Будем стараться. Спасибо. Вот, ну, полноценно отдыхать и получать удовольствие не только можно, но и нужно на работе, ну, вообще в любимом деле. И в этом твердо убеждена и жительница Алдана, заведующая методико-библиографическим отделением районной библиотеки имени Некрасова Ольга Лазарева. В свою должность Ольга Анатольевна заступила 2 года назад. Всего же библиотечному делу она отдала более 30 лет, а секрет отдыха и расслабления в процессе работы у героини нашего следующего сюжета прост. Он заключается в любви к профессии и увлеченности и выполняемым делом. Ага. А вот над какими идеями и проектами Ольга Анатольевна с коллегами работают сейчас, узнали наши корреспонденты. Координация работы районных библиотек и анализ их деятельности, обучение сотрудников, ведение сайта, реализация культурных и просветительских проектов, внедрение инновационных технологий в работу, профессиональных задач у заведующей методико-библиографическим отделом библиотеки имени Некрасова Ольги Анатольевны Лазаревой множество, и все они выполняются эффективно. Конечно, это специалист, высококлассный специалист, которого я как руководитель ценю. И естественно, что все какие-то проекты, такие значимые мероприятия интересные, да, будь то квесты, квизы или презентация книг, которые мы сегодня выпускаем, это все, конечно, Ольга Анатольевна. В должность заведующей методико-библиографическим отделом Ольга Анатольевна заступила 2 года назад. Всего же библиотечному делу она отдала более 30 лет. О том, что свяжет профессию с библиотекой, наша собеседница знала со школьной скамьи. То есть в нашей семье обожали книги, мама собирала домашнюю библиотеку, уписывала огромное количество газет и журналов, которые не помещались в наш почтовый ящик. К нам приходили за книгами соседи. В то время действительно книга была лучшим подарком и дефицитным товаром. Да? После школы юная Ольга приступила к работе в районной библиотеке имени Некрасова. Затем была переведена в городскую детскую библиотеку. Для ребятишек они с коллегами готовили всевозможные театрализованные представления и праздники. Их читатели уже взрослые, но яркие и увлекательные спектакли они не забыли. Впервые тогда начали проводить театрализованные посвящения читателей, первоклассников. Это было здорово, замечательно. Длительное время наша собеседница работала в библиотеке детского дома. Бывшие выпускники и сейчас помнят те книги, с которыми их, тогда еще дошколят и школьников, знакомила библиотекарь. Учились понять, полюбить книгу через, конечно же, игру. И я вот помню, что у нас были каждый год замечательные весенние праздники литературные. Это вот неделя детской книги. Мастерили они своими руками книжки-малышки. В 2014 году Ольга Анатольевна вернулась в районную библиотеку имени Некрасова. Конечно, взрослая аудитория требовала иных подходов, однако работа оказалась не менее интересной. Часть задач составляла исследовательская деятельность. В
краеведческом направлении. А в должности заведующей методико-библиографическим отделом нашей собеседнице пришлось освоить массу нового. Очень сложно с культурно-просветительской работы перестроиться на методическую работу, потому что методист — это аналитик, это прогнозист, это внедрение в работу инновационных форм, это обучение персонала, это координация работы всех библиотек. В нюансы методической работы Ольга Анатольевна вникла достаточно быстро. При этом она продолжает вести работу по различным направлениям. Зав. Отделом реализует множество культурных проектов, проводит тематические мероприятия и организует творческие встречи с интересными людьми. Также Ольга Анатольевна является куратором литературного объединения «Вдохновение». Мы подружились с поэтами с Донбасса, наладили связи с библиотекой Докучаевска, дружим, общаемся. Мы сейчас уже подошли к завершению межрегионального издательского проекта «Пусть любовь победит на земле». В этот сборник войдут произведения не только авторов Якутии, Алданского района, но еще авторов Донбасса, города Докучаевска и Донецка. 2026 обещает стать интересным и запоминающимся как для сотрудников библиотеки, так и для читателей. Наступивший год объявлен Годом единства народов в России и Годом культуры в Якутии. Курс на масштабные свершения уже взят. Год единства и культуры мы уже открыли циклом медиалекций, посвященных творчеству писателей разных народов России. В библиотеке села Хатыстыр открылся центр детского чтения на эвенкийском языке. У нас в планах, кстати, сейчас открытие эвенкийского клуба на базе нашей библиотеки. Калейдоскоп интересных и увлекательных событий не останавливается, и задач перед коллективом библиотеки масса. Совсем скоро в стенах Алданской Некрасовки состоится ежегодный тотальный диктант. Кроме того, уже набирает обороты подготовка к Библионочи. В этом году она пройдет под девизом «Единство народов, сила России». Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Ну а пока одни спасают мудрым словом, другие спасают тело. В одном из салонов Башкортостана открылась вакансия кота-массажиста. Салон из Уфы ищет пушистого массажиста. Такое объявление опубликовали в соцсетях. Условия из описания вакансии позавидует любой человек, потому что... Кожаный, да? Ну, как бы искусственный интеллект назвал бы, да, человека. Тем не менее, какие условия? 80 тысяч рублей за график 2×2, премиальный корм и тунец каждую пятницу, доступ к коробкам, в которых можно спрятаться и отдохнуть. Ну, чем не оффер? Да, Тогда называем предложение о работе. К выходу вот этой новости в нашем эфире, я думаю, уже эта вакансия давно занята. Возможно, да. Но никто не мешает стать котом. Может ли человек стать котом и вот откликнуться на эту вакансию? Ну, конечно, нет. Конечно, не может. А я верю, что жаль, возможно да? все. И с сегодняшнего дня я начинаю свой процесс превращения в кота. Да, сегодня возможно все. Сегодня возможно все, потому что... Девиз этого эфира. Сегодня возможно все, дефис, всем среда. Ну, немножко такой утреннего баловства, да, мы заканчиваем. Ну, интересная действительно новость, потому что можно вспомнить разные ситуации, когда животные становились представителями какой-то профессии. То есть мы много раз, наверное, и думаю, вы, дорогие зрители, да, в пожарных частях кот прям был кот-прапорщик, прям у него звание было, понятно, что шуточное, но он был прапорщик, а это уже не шутки вам на самом деле. А у нас в Якутской библиотеке так вообще собачка была. Библиотека. То есть, да, животные могут освоить профессии, удивительно. Да, ну и плюс это все антистресс для человека. Да. В первую очередь, и как бы интересный такой подход. Вот такая вот новость, а еще больше новостей интересных и важных тоже нам расскажут наши коллеги из информационной службы. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро.
Якутяне активно осваивают цифровые сервисы в здравоохранении. Через мессенджер МАКС уже закрыто более 10 тысяч больничных листов без посещения врача. Уведомление о готовности документа приходит в чат-боте госуслуги в МАКС, а записаться к врачу или закрыть больничный можно через чат-бот. Данные надежно защищены в системе ЕИС «Соцстрах». Работодатель видит лишь факт нетрудоспособности, а диагноз остается врачебной тайной. С 7 по 14 апреля у якутян есть возможность проверить свою цифровую грамотность. В стране проходит всероссийская акция «Цифровой диктант». Пройти бесплатное онлайн-тестирование можно в любое время на официальном сайте проекта. Задания охватывают все самое важное – работу с цифровыми технологиями, кибербезопасность, сервисы и навыка поиска в интернете. Акция подойдет и школьникам, и старшему поколению. После теста участники получат рекомендации, как улучшить свои знания. В центре «Сосновый Бор» прошла профориентационная смена «Шаг в профессию» для будущих специалистов. С 27 марта по 5 апреля 100 школьников из Якутска и 7 районов республики погрузились в мир востребованных специальностей на базе профильной смены Жатайского техникума. Учащиеся фирменных классов осваивали азы судостроения, электроэнергетики, поварского и сестринского дела. Программа обучения была усилена практическими выездами на стратегические объекты региона – Якутскую ГРЭС, Жатайскую судоверфь, медицинские учреждения и ведущие рестораны города. Я хочу поступить на электроэнергетику в этом году. Для меня работа с энергетикой очень интересна, и мне очень хочется работать с ней. Смена для меня прошла очень хорошо. Я был капитаном 2-го отряда. Все мы работали дружно, слаженно. У нас были выезды и всякие конкурсы. Сейчас я чувствую печаль, так как мы сильно все сплотились, и нам придется всем разъехаться. Также в Якутске прошел республиканский этап деловой игры «Развитие моей малой родины». Участие в нем приняли 77 человек из 9 районов и города. Основная цель игры – разработка стратегии развития населенных пунктов, районов и республики силами школьников и молодежи. В ходе защиты участники представили проекты, направленные на решение актуальных задач своих территорий. На выступление каждой команды отводилось около 30 минут, после чего участники отвечали на вопросы экспертной комиссии. По итогам будут определены лучшие проекты в нескольких номинациях. Авторы сильнейших инициатив войдут в команду будущего развития республики и будут приглашены на бизнес-смены в Сосновом Бору. Более 55 тысяч куличей планируют испечь к празднику Пасхи в якутском хлебокомбинате. Традиционное производство начинается за неделю до торжества, чтобы обеспечить жителей свежей праздничной выпечкой. В этом году православная Пасха будет отмечаться в воскресенье, 12 апреля. Уже в ближайшее время полки магазинов Якутска и пригородов заполнятся куличами с традиционной белой глазурью и разноцветной посыпкой. Перед началом производства иеромонах Никандр посетил предприятие, осветил цеха и благословил сотрудников на добросовестный труд. По его словам, такая традиция помогает сохранить духовный смысл праздника даже в производственном процессе. Только раз в год, в пасхальные дни, эти хлебобулочные изделия немного отличаются, потому что это пасхальные приготовления, пасхальные такие приношения для каждого из нас. И вот мы просили в этой молитве, в этом молебне о каждом из них, о их близких, о их родных, чтобы Господь благословил их намерения, подал им помощь Божию, и они бы смогли через свое производство и до каждого из нас донести радость светлого Христового воскресения. А на этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Ну, а весна в Якутию приходит по своему календарю. Днем уже плюс, а по ночам все еще бывает минус 20. Да, вот когда же, наконец, потеплеет, какой будет эта весна, и когда начнется ледоход. Об этом поговорим с Татьяной Маршалик, заместителем начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начальником гидрометеорологического центра. Татьяна Владимировна, утро. Здравствуйте. Доброе утро. Вот, я спрашивал за кадром, спрошу еще раз. Либо что происходит сейчас, либо что это было до этого. Ну, как я и говорю, в этом году март внес свои коррективы, и все решили, что весна наступила. Хоть это было и последние дни марта, но я думаю, что это была первоапрельская шутка практически. Да? А вот в марте у нас выпало 3-месячные нормы осадков, и с выходом очень глубокого, мощного циклона
с запада территории, у нас не только был там снег, мокрый снег, у нас был и дождь, и положительная температура, особенно на западе территории. Вот. И центральным районам досталось, мы там чуть немножко даже рекорд не побили по температуре марта, но который был в прошлом веке, 1971 год, 8,3. В Якутске было почти 6. Вот, то есть как бы было очень тепло, и средняя температура, она приблизилась к нулю, но все равно с холодной стороны. Поэтому решили все, что наступила весна, и дальше будет теплее, теплее, теплее. А все поверили, да. Все поверили, а это было кратковременно, и это было не на совсем. То есть весна как весна. Но я думаю, люди разделились на два лагеря. Те, кто думают, что сейчас ненормально, и те, кто думают, что вот тепло было действительно аномальным и не к месту. Я вот к числу первых отношусь. А мы теперь знаем точно, да, что все-таки вот это тепло конца марта, это было небольшое изменение, отклонение от нормы. Тем не менее, когда же нам стабильного тепла уже без всяких аномалий ожидать? Тогда, когда положено. Понимаете, дело в том, что вот весна, как мы ее считаем, это переход среднесуточный через ноль. Она в среднем у нас, во второй декаде апреля. То есть это от 15 и позже, 15-20 числа. Вот как, например, для города Якутска это норма как раз вот 15-17 число. Но это не означает, что не будет, например, возвратов температуры там, к отрицательной днем, потому что процессы, они идут, приходит теплый циклон, тепло, осадки, затем опять тыл этого циклона, и поэтому ветер, понижение температуры, все как весной. Вот, поэтому не забывать, что март все равно у нас считается как бы зимним месяцем в республике, ну или предвесенним. А уже апрель – это, конечно, весна. Мы же вот в конце марта и говорили, что по всем показателям конец марта у нас был как середина апреля. Вот, понимаете, попуталось все, поменялось, природа пошутила. Вот, поэтому... Хорошая шутка была. Хорошая была шутка, да. Шутка природы. Есть ошибка природы, есть шутка. А есть шутка. Ну вот пошутила. Все будет как положено. Вот если, например, по Якутску смотреть, вчера все проснулись при ясном небе, температура была минус 21, это было ниже нормы, чтобы понять, норма сейчас 15 градусов, минус 15. А сегодня утром было минус 10, потому что очередной гость с запада пришел на территорию республики, там опять все везде дождь, мокрый снег, порывистый ветер на западе территории, и вот эта облачность и потеплее на 10 градусов в Якутске. И сегодня будет положительно днем. Что-то на западе не имется этому циклону. Они идут все с Сибири, эти циклоны приходят к нам в гости, да. Ну вот, Татьяна Владимировна, а что с осадками? Насколько вот ожидать в этом году? Их большое количество? Я всегда говорю, осадки будут. Какие будут и в каком количестве, мы будем прогнозировать. В марте, как я сказала, 3 нормы выпало. Если говорят, какая будет весна, там она сухая или дождливая, уже в апреле, за первые несколько дней апреля, выпала почти месячная норма апрельская. Да, а чем еще апрель характерен? Вот бывает, что у нас люди уже к концу апреля, там после 20-х чисел все высохнет, переобуваются в обувь демисезонную, а потом раз, пришел южный циклон и насыпал снега. И идут по снегу. Также и автолюбители переобуваются раньше времени. Снова запрыгнули в зимние сапоги. Да, так что спешить не нужно, нужно следить за прогнозами, потому что все-таки весна есть весна, она переменная, конечно. Ну и, в принципе, погода имеет свойство меняться. Конечно, да, она дама капризная. Ну и обманчива. В одну из тем мы заявили, хотелось бы узнать, какие-то, может быть, уже существуют там прогнозы по паводку, да, то есть, когда вот примерно движение стоит ожидать, есть ли какие-то опасения, что начнется раньше, начнется позже, или пока все, в принципе, так же, как в среднем бывает? В отделе гидропрогнозов у нас сейчас в гидромедцентре такая напряженная работа идет, потому что 16 апреля выйдет прямо прогноз наивысших уровней и сроков вскрытия рек. Вот, предварительная консультация была, но, специалисты склоняются к тому, что будет все в пределах нормы или на 1-3 суток раньше нормы. Вот. Чтобы понимать вот так людям, норма у нас, я чисто по реке Лена скажу, например, на территорию республики Витим 8 мая, Ленск 12, Якутск 18. Это норма. Средняя, да. Вот. Как помню, в прошлом году у нас было чуть раньше, потому что в Якутске, начиная от Табаки до Кангалас, прямо в один день, 14 мая было вскрытие. Пока мы склоняемся к тому, что будет примерно так же. Но я как говорю, что официальный прогноз у нас выйдет 16 апреля.
На следующей неделе уже, да? Да, да. Ага. Ну вот мы поговорили о том, что лучше сейчас к демисезонной обуви не переходить, да, резко, да. А что касается автолюбителей, наверняка им интересно, когда вот снимать уже зимнюю резину окончательно. Ну, я знаю некоторых, которые поверили в март и начали уже переобуваться, чтобы очередь потом не стоять на шиномонтажку и все остальное. Я говорю, надо следить за прогнозами. Так же, как для автолюбителей шины, для людей обувь демисезонная, все нужно делать вовремя. Вот, поэтому как бы лучше немножко позже это сделать, чем это сделать гораздо раньше. Мы видим, что в прогнозах у нас везде гололедица, снежные накаты, особенно запад территории. Очень Снега скользко. довольно много было, потом вот тепло такое и очень-очень скользко. Поэтому я думаю, что пока не стоит торопиться. Ну а в целом, как бы в принципе, узнали мы самое главное, узнали мы, что тепло было аномалией, сейчас все хорошо и так, как должно быть. Это, я думаю, многих успокоило. Во всяком случае, меня. Меня вот очень эта тема волновала. Татьяна Владимировна, вам спасибо. Мы Как всегда, пожалуйста. всегда ждем вас с прогнозами в нашей студии. Прогнозами хорошей погоды. Ну и к слову будет сказать, да, что сегодня у нас ожидается мокрый снег, кстати говоря. Да, он будет днем. по количеству не очень большой, потому что все, что можно, это выпадет на западе, и дальше циклон у нас на север уходит, нам так достается. То есть мы попадаем сегодня в теплый сектор этого циклона. Поэтому... Вот, ну что ж, предупреждены, значит, вооружены. Ну, а вам, дорогие зрители, желаем в любом случае, несмотря на градусы, хорошей погоды, как и снаружи на улице, так и внутри. Да, вот. До завтра. Увидимся завтра в 7 часов утра. Хорошего дня.